общем, у нас с вами диалог будет построен следующим образом. Мы его разобьем на две части. В первой части я расскажу лишь механику и конкретно разберу два кейса по кредиту, а уже вторую часть будет проводить Кирилл Доронин. Он будет отвечать на ваши конкретные вопросы. Зачем нам это? То есть как мы так умудряемся закрывать кредит за 35%? Насколько это нам выгодно и для чего мы это делаем, и откуда берутся, в принципе, все деньги. Первая часть вебинара у нас пройдет со мной, презентационная, так скажем, я просто расскажу про механику. А дальше вы уже будете мучить вопросами Кирилла. И мы конкретно с вами разберем кейс. Меня слышно хорошо, да? Все, отлично. Итак, в общем, в чем? Да, видим, да, видим. Отлично. В общем, у нас есть сейчас новый продукт, который позволяет закрыть кредит или ипотеку. Так, где мне можно писать? За 35% от суммы долга. От суммы долга. От суммы долга. Сейчас расскажу конкретный кейс и пример, как это работает, и мы вместе с вами посчитаем. В общем, у человека на данный момент кредит 248 900 рублей. 248 900 рублей. Это сумма основного долга. Ну, то есть, условно говоря, человек там сегодня взял кредит 248 900 рублей. Кредит. Наше предложение заключается в чем? Человек вносит 35% от суммы. Давайте-ка я тут... 248 900 – это его кредит. Человек вносит 35%. 35% – это 87 115. 87 115. Плюс 10 тысяч мы берем на обслуживание. То есть это менеджер, который в течение года будет работать с этим человеком, напоминать ему про платежи, говорить, что деньги поступили, напоминать о том, что человек должен писать заявление на досрочное погашение и так далее. 87 115 – это 35%. И плюс 10 тысяч – это менеджерские деньги, которые там, в течение года вас будут поддерживать. Итого человеку нужно внести 97 115. То есть от суммы 248 900 он вносит сумму 97 тысяч 15 рублей, и мы начинаем. И что происходит дальше? Из этой суммы 87 115 идет в работу, и мы начинаем каждый месяц платить по 26 134 рубля. Это конкретный кейс человека, который мы сейчас разбираем. 26 134 рубля. Что происходит дальше? Эта сумма делится на два платежа. Первый платеж – это 10 549. 10 549. Видно, кстати, внизу. 10 549 – это ежемесячный платеж. Ежемесячный платеж. То есть она и так эту сумму платила за кредит, минимальную сумму ежемесячно 10 549. А 15 тысяч, так, лучше другим маркером, 15 585 будет уходить как досрочное погашение. Погашение. То есть эта сумма делится на две. То есть мы человеку на счет отправляем 26 134, из них 10 549 идет как ежемесячный платеж, то есть банк автоматически списывает, а на сумму 15 585 человек пишет заявление на досрочное погашение. Вот, то есть по сути человек один раз вносит сумму 97 115 и закрывает свой кредит в размере 248 900 рублей. Так, ну все, больше нюансов нет. Очень важна вещь, которую я хочу проговорить.
это раз в месяц человеку нужно будет обязательно писать заявление на досрочное погашение. Потому что если мы вам на лицевой счет отправим 26 134, банк спишет только минимальный ежемесячный платеж. Ну, потому что ему невыгодно списывать больше. А если вы его попросите списать больше, то он обязательно эту сумму спишет в размере 15 585. А если без менеджера самому отслеживать платеж? Нет, вам даже, в принципе, это платеж не нужно отслеживать, мы его будем вам присылать. Просто именно с точки зрения системы эти деньги идут на обслуживание вас как клиента. То есть это обязательно. Так, ну, в принципе, по кейсам я разобрал. Какие-то вопросы здесь по цифрам есть? Если есть, задавайте, пожалуйста, я готов ответить. Потом подключится Кирилл, к нему можно будет задать какие-то фундаментальные вопросы, идейные. Сейчас, Наталья, вам, в принципе, даже отслеживать ничего не нужно. Вы один раз укажете реквизиты, откуда у вас банк списывает платеж за кредит, и мы на эти реквизиты ежемесячно будем погашать. То есть, по сути, мы будем погашать 26 134 каждый месяц ваш кредит. Это получается примерно за 10-12 месяцев мы закрываем кредит. 10-12 месяцев. Так, дальше вопросы. Если погашать частично-досрочно, то общая сумма по кредиту уменьшается. Это учитывается? Эрнес, отличный вопрос. Я как раз-таки, когда писал сумму 248 900, я писал сумму именно остаток основного долга. Это без процентов. То есть здесь проценты не учитываются. Это мы берем сумму именно, вот если сегодня человек внесет, он будет должен 248 900. Дальше. За какой срок данный кредит закроется? Ну, если вообще любой кредит мы закрываем за 10-12 месяцев, конкретно, ну, здесь то же самое получается, что 10-12 месяцев, Сергей. Эрнест, я на ваш вопрос ответил? Дальше. Я к тому, что у кредиты лишних денег нет. Нет, понятное дело, лишних денег никогда не бывает. За счет чего вы погашаете кредит? Уважаемый Зубков, сохраните, пожалуйста, этот вопрос. Ну, на самом деле мы эти деньги зарабатываем. Сохраните, пожалуйста, этот вопрос. Лучше всего на него ответит Кирилл Доронин, который подключится к нам. 10 тысяч – это фиксированная сумма. Анна, да, 10 тысяч – это фиксированная сумма, это разовый платеж. Его не ежемесячно нужно платить, а его вы один раз вносите, и все, в самом начале. Почему именно сумма 226 134, как она считается? Елена, эта сумма 26 134 – это 30% от той суммы, ну, то есть от 35%, которая у нас как раз-таки идет в работу. То есть 30% ежемесячно мы зарабатываем и гасим ваш кредит. А где взять денег, чтобы вам дать денег? Ну, Артем, если бы все знали ответ на этот вопрос, наверное, не на вебинаре бы сидели бы точно. Это, ну, где взять денег, это уже, ну, как бы ваша задача. Если вы хотите, ну, как бы свою задачу закрыть за 35%, именно еще и от остатка основного долга, ну, у нас есть такие клиенты, которые находят 35% и забывают, в принципе, про ипотеку, про автокредит, про потребительский кредит и так далее. По расчетам я готов на какие-то еще вопросы ответить. Если у кого-то, нет вопросов? Если у кого-то, может быть, есть конкретный кейс, то вы можете написать сейчас свою ситуацию по кредиту. Я прям в режиме реального времени, мы с вами посчитаем, я ее разберу. Если кто-то знает сумму основного долга, прям на данный момент, либо, допустим, вы там, условно говоря, только что взяли кредит, то давайте прямо сейчас мы посчитаем, за сколько вы сможете его выгодно закрыть. Как долго... сейчас, секунду, перекинул меня. Как долго будет действовать эта программа? Наталья, ну, она действует сейчас? Как долго будет действовать эта программа для клиента, вы имеете в виду? Она действует на данный момент. Так, а у нас еще какой-то вопрос был, он пропал, да, я так понимаю? Без просрочек где-то был. Удалили, наверное? Ну, ладно.
В общем, Елена, ваш долг банку 270 тысяч рублей. Давайте посчитаем. Держите под рукой калькулятор, пожалуйста, чтобы я этот... Так, долг банку 270 тысяч рублей. Елена. Елена, долг, пишу. Долг 270 тысяч. 270 тысяч мы умножаем на 35%. Это получается 94 500. Это 35%. Мы прибавляем к этой сумме 94 500 плюс 10 тысяч. Плюс 10 тысяч. Это получается 104 500. 104 500 вы вносите. Из этих 104 500 вы вносите, из них 94 500, Елена, идут в работу. 94 500 умножьте, пожалуйста, на 30%. 28 350 наш платеж. Наш платеж. Елена, скажите, пожалуйста, ежемесячный ваш платеж банку какой составляет? Вера, 10 тысяч – это расходы на обслуживание вас как клиента год. Так, отлично. Елена пишет, что 16 700 она ежемесячно и так платит. То есть из 28 350 16 700 будет уходить в счет минимального платежа, а остаток суммы, то есть 28, сколько? 11 650 будет уходить в счет, 11 650 будет уходить в счет досрочного погашения. Здесь 16 700 и 11 650. Соответственно, то же самое за 10-12 месяцев, Елена, мы закрываем ваш кредит. Так, кого еще почитать? Вероника. Елена, у вас понятно? Есть какие-то вопросы? Или, может быть, еще у кого-то есть вопросы? На примере Елены разберем. У нее долг 270 тысяч. Еще раз, 270 тысяч. Она вносит 104 500. Ежемесячно мы начинаем платить по 28 350. Из них 16 700 – это ежемесячный платеж минимальный. Платеж минимальный. И 11 650 – это досрочное погашение. Досрочное погашение. Так, я понял. Все, кто опоздал, помимо 35%, мы берем еще 10 тысяч за обслуживание вас как клиента на протяжении года. То есть у вас будет персональный менеджер, который будет напоминать вам, что вам нужно написать заявление о досрочном погашении за 3 дня, за 2 дня и в день еще, когда вам нужно это сделать. Так, давайте еще один кейс разберем и дальше перейдем к блоку Кирилла. Он ответит на вопросы идеологического характера. Так. А если 600 тысяч кредит висит, то как оплачиваю? Сейчас, прошу прощения, ваш... Юридически это сопровождается, да? Так, Вероника, давайте мы ваш кейс распишем. Тот человек, который спрашивал про юридическое сопровождение, сохраните, пожалуйста, свой вопрос обязательно. Мы на него ответим. Так, 600 тысяч. Если 600 тысяч кредит висит. Давайте. Так, у меня параметры какие? 600 тысяч. 600 тысяч – это кредит. Кредит. 600 тысяч умножаем на 35%. Это получается 210 тысяч. Это 35%. Плюс 10 тысяч – это обслуживание вас как клиента на протяжении года. Итого получается 220 тысяч рублей вы вносите. Так, от кого это вопрос был? Сейчас, секунду. Так, Вероника. 220 тысяч вы вносите, 210 из них идут в работу, а 10 тысяч идут на обслуживание.
И мы начинаем ежемесячно платить по 63 тысячи. Это наш платеж. Наш платеж. Вероник, у вас ежемесячный платеж какой на данный момент по кредиту? Вероника здесь или она уже пошла за деньгами? Вероник, скажите, пожалуйста, ежемесячный платеж какой у вас? 16 300, вижу. 16 300 – это минимальный платеж, то есть банк его списывает. И 46 700 идет у нас в досрочное погашение. Досрочное погашение. Погашение. Соответственно, ситуация та же самая. За 10-12 месяцев мы закрываем кредит. Вероник, понятно, да, на вашем примере? Эрнест, да, запись вебинара будет. Итак, у нас сейчас есть вопросы, которые остались без ответа, нахрена нам это надо, и второй вопрос юридический, как это сопровождается. Это блок Кирилла. Ну, я два примера разобрал. В принципе, все понятно. Если кто-то хочет еще рассчитать конкретно свой кейс, рассчитать свой кредит или свою ипотеку, можете написать на мой номер 8 917 926 94 55. Можете мне позвонить или написать. Что? Вот так еще написать? 8 917 926 94 55. Вот. Напишите, оставьте заявку, мы рассчитаем, за сколько вы сможете закрыть свой кредит. Можете этот номер отправить своим друзьям и знакомым, чтобы они тоже оставили заявку и рассчитали, за сколько они могут закрыть, выгодно свой кредит. Я сейчас слово передаю Кириллу Доронину. Он ответит на вопросы по рассрочкам платежа, по юридически, как это сопровождается, и откуда мы деньги, в принципе, берем. Так, здрасте. Это правильный телефон для того, чтобы посчитать, сколько можно сэкономить на своем кредите. А им конкретно 70% можно сэкономить. Так, готов посмотреть вопрос. Там есть какие-то вопросы, которые были до того? Первое, это как юридически сопровождается? Юридически сопровождается. Юридически сопровождается двумя гарантиями. Первая гарантия – это договор поручения. Договор поручения, в котором вы прописываете сумму, реквизиты, то есть куда платить, дата. Напоминаю, дата у нас за сутки до, то есть минус 1 день, за сутки до вашего графика, если вы, допустим, платите без просрочек, либо определенная дата, если у вас уже просрочка есть, там пристав или судебное решение есть, то есть сумма определена, и уже, по сути, главное, чтобы просто какой-то график был. Определяем график выплат, сумма реквизита, дата, это договор поручения, то есть сумма вашего кредита, сумма внесения полной суммы, так. Теперь, это первый договор. Второй договор, договор займа. Договор займа – это ваша максимальная страховка от того, что что-то будет не так. То есть в случае, если что-то пойдет не так, у вас должно быть право денег потребовать обратно. Вот согласно этому праву, то есть чтобы вам денег потребовать обратно и иметь полное право, законное право полностью эту сумму получить, у вас договор займа. В нем как раз прописывается сумма, которую вы передаете в работу. Да, договор подписываю лично я сейчас. Это будет еще месяц, пока мы не соберем 100 случаев, которые я потом переложу на IT-платформу, чтобы уже вместо нас работали боты, роботы, которые автоматически... То есть, люди, грубо говоря, как это будет выглядеть? Это будет система, люди регистрируют долги, дальше система предлагает им ответить на вопросы, они вносят деньги, и система начинает отправлять деньги из заработанных денег на реквизиты клиента, чтобы делать все полуавтоматически, если не автоматически. Договор лично я подписываю, да. Обратил внимание, рассрочка платежа возможно. В случае больших сумм это возможно, но тогда мы убираем критерий нашей эффективности, это 9-10 месяцев. То есть рассрочка на сумму возможно, например, тут у нас был предыдущий пример.
Где у нас сумма внесения? 220. Например, бывает такое, что человек говорит, я 600 взял, это, вернее, 600 у меня остаток, да, то есть мы говорим, не взял, а остаток, мы берем 35% от остатка, но, говорит, 220 тысяч внести сразу не могу, у меня там, сложности. Я могу, например, 100 сначала и потом 2 месяца по 50, ну или там по 60, да, 2 месяца по 60. Тогда мы начинаем, принимаем 100, составляем договор о срочке. Тогда первый платеж составит уже не 63 тысячи, а 30 тысяч рублей. В следующем месяце вы еще 50-60 закидываете, будет 40 тысяч приблизительно. И следующий платеж, как раз мы дойдем до цифры 63 тысячи рублей. Вот с этого месяца у нас примерно 9-10 месяцев. То есть прибавляется месяц-два на вашу рассрочку. Но при этом 16 300 вы за свой кредит уже не платите. Поэтому это достаточно удобная форма. Вы внесли вместо 210 тысяч рублей первые 100, и потом по 60, плюс 60. Вот первый месяц, второй месяц, третий месяц. Вы говорите, к третьему месяцу у вас собралась сумма, но уже с первого месяца вы не платите тот текущий платеж, который делаем. Мы это делаем за вас. Если договор лично мной подписывается, я уже сказал, да, то есть сейчас в первое время подписываю лично я на мои паспортные данные договор. Если у меня нет долгов, как заработать мне? Если у вас нет долгов, то вы, я думаю, что должны перейти к следующей стадии своего роста, а именно начать сформировать капитал. Зубков, Евген, видимо, либо Евгений, у вас есть либо какая-то цель или мечта финансовая серьезная, там, машину, например, поменять, либо квартиру может поменять, и сделать это, упереться и сделать это в течение 9-10 месяцев. Просто интересно. И я сразу потом расскажу, каким образом мы зарабатываем. Почему это мне выгодно. То есть есть максимально честный разговор. Квартира в Турции. Отлично. Квартира в Турции сколько стоит? Вас Евгений зовут или Иван? То есть это, скорее всего, Евгений, да? Чтобы мне удобно было общаться с вами. Евгений, значит, отгадал. Отлично. Евгений, квартира в Турции сколько стоит? В рублях, в долларах? $40 тысяч. Отлично. Итак, есть у нас Евгений, у него есть мечта, у него нет долгов, и это правильно. Либо он разобрался, понял, что это невкусно, либо сейчас он находится в следующей, что называется, стадии личного финансового роста, а именно получение квартиры, его мечты в Турции, не берег, неважно, он знает, где эта квартира, она стоит $40 тысяч. Вот. $40 тысяч. Ответьте мне, пожалуйста, честно, прямо сейчас у вас есть четкий план, как вы через 9 месяцев в нее заезжаете? То есть я точно знаю, каким образом это можно сделать, за счет чего. Просто если есть, то нет. Все, честный разговор. Спасибо большое. Теперь смотрите, вот у нас есть план. $40 тысяч, посчитайте, пожалуйста, мне 35%. 12, да, с чем-то? 14 ровно, да, 12 плюс 2. $14 тысяч. Наше предложение, Евгений, заключается в следующем. Евгений, мы тебе гарантируем, что через 9 месяцев, с 9 по 10 месяц, мы тебе передаем $40 тысяч, и ты заезжаешь в квартиру, возможно, через 9 месяцев захочешь не в Турцию, а еще где-то сделать, да? Соответственно, за 40 тысяч ты получаешь 40 тысяч на ту квартиру, в которую ты хочешь заехать. Это самое главное наше предложение. То есть, вложив в свою мечту 14 тысяч, Евгений через 9 месяцев заезжает в квартиру стоимостью 40 тысяч. Договор тоже есть, если кому-то интересно, у кого нет долгов и кто не хочет вкладываться в ипотеку, но при этом охота за 9 месяцев за сумму всего 35% от суммы своей мечты заехать в какую-то квартиру, либо ездить на машине своей мечты, то добро пожаловать. Точно так же по телефону, который вам был указан, 914, мы напишем еще раз потом. 926-94-55. Вот тот, который был указан. Евгений, если можно продублировать это в чате,
то просто заявки оставьте, мы посчитаем вам ваши возможности и подпишем такие договоры, которые вас будут устраивать. Это мега крутая схема, которая, я думаю, что мало кто может сейчас предложить. Обычно все говорят, вставайте в кооперативы, ждите, когда дойдет ваша очередь. Когда дойдет ваша очередь, вы можете выбрать только из 3 вариантов, которые предоставляет вам компания. Нам плевать, какие варианты. Мы хотим, чтобы мечты у наших клиентов соблюдались, выполнялись, исходя из их картинки того, что они хотят. А мы финансово предоставим инструменты достижения этого результата. Поэтому определяйте цель, 9 месяцев, и заезжайте в ту квартиру, в которой вы действительно достойны. У меня садится наушник, мне нужен левый наушник. Я прошу прощения. Сейчас наушник садится, чтобы связь не пропала. Да, он публичный. Ну, в смысле, публичный, это имеется, это не оферта пока, а оферта будет чуть позже, когда мы уже индивидуальные с вами договоры проработаем и переложим это уже на диалоговую форму. Сейчас это будет полноценный договор, бумажный, других вариантов пока нет, где мы пропишем со своей стороны обязательства, я пропишу. Так, это сейчас мы разберемся. Поэтому вот, Евгений, если интересно, давайте диалог строить. Вы можете выслушать наше предложение, мы с вами поговорим и уйти на паузу, прикидывать, интересно вам это, не интересно. Если вам надо дойти до цели в 14 тысяч, да, у нас тоже есть инструментарий инвестиционный, но это предмет другого вебинара. Посмотрите их другие, как с помощью нашего индекса заработать эти 14 тысяч долларов. По сути, вы можете четкий план поставить. Через год у меня есть 14 тысяч долларов, начиная с 2 тысяч долларов всего. А через еще 1,5 года, получая, через год-два, у меня квартира в Турции. Мне кажется, это, скажем так, я не знаю инструментариев, которые позволили бы обычному человеку строить такие планы и их воплощать. Артем, публичного договора нет, есть индивидуальный договор. Еще раз повторюсь, этот договор я просто при вашем запросе вам скину. Посмотрите его. Но прежде чем договор вам скинули, вам надо будет побеседовать, рассказать просто, какие цели у вас. То есть кредитные, либо, наоборот, заехать в какую-то квартиру, которую вы хотите. А те предложения получаете средства, которые вы платите инвест. За счет чего? Значит, за счет чего? Хороший, Евгений, вопрос задает. За счет чего? Расскажу маленькую историю. В какой-то момент я увлекся генерацией денег из денег. То есть я лично знаком с людьми, те, которые в партнерской программе у нас давно, тоже видели вебинары, некоторые приезжали в Казань, знакомились с ними, которые способны на различных финансовых рынках делать сверхрезультаты. Сверхрезультат я называю доходность 3-5% в день. Вот как достигать доходности 3-5% в день, если ты не владеешь квалификацией, допустим, трейдера, да, либо ты меньше 2 лет, допустим, занимаешься. Да практически никак. Чтобы научиться зарабатывать, ты должен очень много потерять. Так вот, я знаком с ребятами, которые в свое время очень много вложили в собственное образование и на сегодняшний день способны работать. Как они зарабатывают? Они работают на разных финансовых рынках. Есть рынок Мосбиржа, есть рынок канадской, допустим, да, канадской нефти на Чикагской бирже АМП. Есть биржи, криптобиржи, и способность работать от понимания сути биткоина и его курса. Вот эти ребята, они децентрализованы, каждый из них зарабатывает собственные деньги. Все, можно будет прислать договор на почту, я договорю, да, отвечу на вопрос, за счет чего мы зарабатываем. И чтобы вы понимали, доходность 1% в день – это неэффективный день для данных ребят. Соответственно, минимум 2% в день – это минимальный план, который они должны делать, и максимальный 5% в день. За счет того, что они работают каждый в своей специализации, они не смотрят друг на друга, они не занимаются ничем другим, кроме как своим продуктом. И когда этих продуктов 10, этот капитал становится очень защищенным. 10 способов заработка, а заходит, допустим, 1000, она сразу распределяется по 10 продуктам. И вот это 10 продуктов становятся, они друг друга уравновешивают с точки зрения неуспеха. Допустим, даже бывают такие ситуации, когда, допустим, 3 продукта дали либо 0, либо минус. Потерять капитал очень сложно, если ты правильно торгуешь. Да? Есть такое понятие, как стопы, вот, ниже которых не падает депозит. То вот эти плюсики, то есть в совокупности на 1000 минимум 1-2% в день
мы на капитал можем заработать. Соответственно, наше предложение с точки зрения покупки квартиры заключается в том, что когда ты мне даешь 1000, я делаю из нее 3000 в течение 4-5 месяцев. Все остальное мы как раз формируем уже для себя. То есть, грубо говоря, я выполняю свое слово перед клиентом, а дальше от этих денег работаю уже дальше. После чего я тебе передаю 3, да, ты абсолютно доволен тем результатом, который получил, а я продолжаю работать с этой 1000, которая становится уже у меня. Поэтому это мне интересно. 9 месяцев – это достаточный срок для того, чтобы и трейдер подождал, клиент получил свой результат, и я подождал как организатор схемы, а непосредственно клиент заезжает в ту квартиру, которую хочет. Либо он закрывает тот кредит, который он хочет, который его уже вот так уже тянет не 1 год, который он заезжает в ту машину, на которую он давно уже мечтает пересесть, когда он освобождается от всех карт кредитных и от кредитных карт освобождает всю свою семью. Вот задача соединить как раз эти мотивации людей вокруг разных квалификаций профессионалов. Соответственно, чтобы клиент не рисковал, чтобы я, как владелец системы, не рисковал, я создаю каждый месяц, у меня прибавляются продукты, которые снижают риски общей потери. Я в любом случае 30% на капитал начислю. Именно, я как посредник, как организатор всех этих схем. Я соединяю различные группы интересов, допустим, есть инвестор, да, вот есть у них задача просто наращивать капитал. Они сами определяют, как потратить деньги. Есть, допустим, люди, вот сейчас открываем возможность закрывать кредиты. У них другая потребность. Они хотят выбраться из минуса, дойти хотя бы до нуля. Есть люди, как, допустим, Евгений, вы. У них нет долгов, но у них есть понимание, что они хотят квартиру, машину и какой-то капитал, который будет обеспечивать их и их семью. Я увязываю всех вас, соединяю, грубо говоря, с трейдерами. Просто я не просто посредник, я ваша, по сути, страховка. Если вы будете работать с каким-либо трейдером, то вы всегда сталкиваетесь с одной компетенцией. Например, один трейдер у меня работает в паре доллар-евро. Супер, он реально знает этот рынок, но нет ни одного трейдера, который всегда делает плюс. Никогда такого не было и не будет. Это человеческий фактор. Соответственно, если трейдер может ошибаться, я должен подстраховать его в тех моментах, в которые он ошибается. Но я же не знаю, когда он ошибется. Поэтому я создаю другие вероятности заработать либо проиграть. И когда я создаю вероятности 10, вероятность того, что вся сумма, размещенная между этими 10 продуктами, провалится, она стремится к нулю. Она не нулевая, но она стремится к нулю. По крайней мере, все факторы, связанные... То есть я исключаю форс-мажоры огромные, при котором уже не до денег, да? Все, что связано с человеческим фактором, убирается. У нас уже было несколько раз, допустим, проваливался биток, а остальные биржи вытаскивали. Допустим, Чикагская биржа нас вытащила в этот день очень серьезно. И у меня инвестор заработал 1%. Проваливается наоборот. Например, нет торгов по бирже, потому что 30-31 число – это день ожидания новостей. Да? Трейдеры рекомендуют просто не заходить в рынок, потому что он ведет себя очень непредсказуемо. Соответственно, вот эти моменты биток начинает сам вытаскивать все остальной капитал. Ты в любом случае получаешь определенную доходность, которая мне интересна в том числе. Запись вроде есть, кто-то пишет. Так, в одном из видео вы говорили, что возможно оплатить любой кредит, в том числе и по судебным решениям, просроченным платежам. Все верно. Биржа у нас АМП, чикагская, конкретно вот просто не все американские биржи, пока мы только торгуем только там, и торгуемся на канадской нефти, не кристалла. Мы сейчас рассматриваем индексы, я понял, да, мы рассматриваем индексы, но у меня просто нет специалистов, которые могли бы взять на себя ответственность за эти продукты. То есть пока работаем только по канадской нефти. Этого нам достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, до 5%. Криптовалюта, я понял. Вот. По криптовалюте это Local Bitcoins и BitMEX. Мы так получилось, что мы научились генерить доходность. И по Форексу у нас торговые пары, валютные пары, вернее, это доллар-евро. Плюс еще на Мосбирже, за Мосбирже это российская нефть и индекс РТС. Ну, еще внутри, если вы немножко в этом понимаете, да, там есть такое понятие, как короткие позиции, длинные позиции. Короткие позиции – это то, что нам необходимо для генерации дохода для инвесторов, либо держателей там кредитов на сегодняшний день. А длинные позиции – это подстраховочная. То есть если мы вдруг
в коротких провалились, у нас длинные в течение недели, полутора, двух, трех до месяца выдают свою доходность страховочную, которая минимальные обязательства позволяет нам выполнить перед любым нашим человеком, перед любым нашим инвестором. Поэтому это не просто посредник, это посредник, организовавший такую, скажем, математическую защищенную схему. Компания Phoenix зарегистрирована юридически. У нас юридически зарегистрирована не сам Phoenix, а Phoenix зарегистрирован как бренд, а Цифрон Капитал – это компания, которая проходит регистрацию в европейской территории, поскольку инвестиции мы принимаем в биткоинах. Но договор, связанный с закрытием кредита либо предоставлением квартиры мечты, так назовем, да, условно пока проект рабочий, он заключается на территории Российской Федерации. Со мной как с физическим лицом, либо с моим ИП. Так, отвечу на вопрос. Кредитное учреждение при отрицательной стоимости деньги не дают. Максимально, да, мы можем выплатить. А вот, Наталья Зайцева, в одном из видео говорили, что можно оплатить любой кредит, в том числе по судебным решениям. Абсолютно верно. Только вы вместо, в том случае я указываю реквизиты банка, вы вместо реквизиты банка указываете реквизиты приставов, и тогда мы туда отправляем деньги. Максимально при долге 800 тысяч рублей оплатить 22 тысячи в месяц. Смотрите, не понял, кто платит 22. При долге 800 тысяч ваше решение будет стоить порядка 240, по-моему, 200 тысяч рублей, 240. Мы можем делать рассрочку, опять же, там 50. Если вы говорите о 22 тысячах, в принципе, если вас устраивает, что этот долг будет закрываться не 9 месяцев, допустим, а месяцев 12-15, тогда мы можем на это пойти. Ну, то есть, когда вас устраивает, просто наша задача сделать очень резкий рывок и с помощью доходности закрывать. Максимальная рассрочка составляет, сколько составляет? Так, Наталья Зайцева, понятно, да? То есть, если вы согласны на то, что вы можете получить чуть дольше срок погашения, не 9 месяцев, допустим, а 1,5 года, то тогда давайте составлять такую рассрочку. Я объясню, почему Наталья Зайцева и я согласен, и она согласна. У нее на самом деле сроки не горят. Она уже давно не платит, и у нее давно висящий долг. Соответственно, для нас это тоже перестает быть самым критичным фактором в силу того, что ее никто не долбит, с нее рады хоть какой-нибудь сумме, и у нее есть возможность по 22 тысячи накопить сумму выкупа своей 240 тысяч, да, за 10 месяцев, и уже через 8 месяцев закрыть свой кредит. Все. Поэтому ее, в принципе, это устраивает, как и у нас. Потому что приставы будут рады любой сумме, да, Наталья? Я так понимаю. Хоть какой-нибудь. Потому что по 22, она понимает, что по 22 тысячи она будет выплачивать 40 месяцев. Ну, тоже так себе. За 20 месяцев она это спокойно сделает, даже быстрее. Теперь максимальная рассрочка сколько составляет? Это зависит, первое, от есть просрочка, нет просрочки. Раз. Если просрочки нет и график это не важно, соответственно, мы начинаем смотреть, чтобы эта рассрочка покрывала ваш платеж минимальный. Поэтому, Артем, вы напишите сумму, которая вам необходима для погашения. Мы рассчитаем вам сумму, а потом составим ваш индивидуальный график. 400 косарей. Итак, остаток долга 400. Ваше решение составит, быстренько множь, 130, сколько? 130? Я без аппарата. 140. 140 тысяч рублей. Это означает, что эта сумма к выкупу, да, окончательная. Ну, 137 900, да, вы посчитали. Мы еще не забываем 10 тысяч на обслуживание, да, сопровождение вашего процесса. Это важная штука. Вот, мне нужно платить менеджер, который будет вам напоминать и следить за тем, чтобы вы погашали деньги вовремя. Теперь, текущий ваш платеж, Артем, какой? Просрочки нет, да? Текущий платеж какой? 5 900. Можешь обратно? 42? Первоначальный платеж, на который мы согласны, 45 тысяч. Это то, что будет покрывать ваш платеж минимальный. То есть вам будет залетать 5 900, в следующий месяц еще 45. В общем, пока не наберем 140. 45, еще там 20, да, где-то тысяч остается.
В общем, просрочка примерно на 3-4 месяца получается. Если вас это устраивает, то уже с первого месяца после внесения 45 ваш платеж минимальный 5900 будет закидываться вам, и он будет списываться. К следующему месяцу вы увеличиваете сумму выкупа, соответственно, увеличивается, то есть получается 10, там 11 800 и так далее, пока цифра не дойдет до 40 тысяч. И тогда эта сумма закрывается. Артем, понимание возникло по ситуации? Я вам на самом деле рекомендую по этому телефону, который он, Женя сейчас повторит у нас, да, в чате. Позвоните, напишите свою заявку, вам рассчитают, и вы уже индивидуально послушаете не сходов на сколько, что называется. Итак, есть давнее исполнительное производство, Андрей. Карты заблокированы. Вы начинаете процесс после проплаты 35%, что нужно и можно сделать, чтобы пристав разблокировал карты как можно быстрее. Смотрите, Андрей, мы с тобой 100 лет знакомы, ты знаешь, что приставы разные бывают. При соблюдении законов они могут вести себя по-разному. Кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. По сути, если вы начали платить, карту должны разблокировать. Но такого может не происходить, поэтому мы считаем, что максимальный срок – это 9 месяцев, а минимальный срок – это с первого месяца, если мы с первого месяца написали заявление, и пристав его удовлетворил. Например, мы отправили деньги, пристав увидел его, вы говорите, так будет ежемесячно. Если вдруг денег не поступит, заблокируйте мне заново, и вам откроют карты. Такое, вполне может быть. Зависит, к сожалению, от пристава. Но чтобы не тратить время и нервы на споры, потому что пока мы будем спорить с ними, мы уже рассчитаемся. К нам можно на работу устроиться, да, если вы умеете работать на финансовых рынках с квалификацией трейдер. Мы сейчас мы расширяем отдел. Если вы готовы переехать в Казань, либо в Москву, в Москве мы открываем еще новый филиал, то добро пожаловать на тест, поработаем. Если вы не владеете квалификацией трейдера, у нас, кстати, нет такого понятия работы. У нас нет ни одного сотрудника, который работает за зарплату. Все являются либо инвесторами, либо трейдерами, да, то есть они выполняют текущие задачи и зарабатывают от результативности компании. Это такие предприниматели внутри большой предпринимательской схемы. Ильнур, как вы делаете большую процентность дохода? Я нарисовал, да, как можно это делать? Например, вот сегодня у меня был отчет, кстати, те, кто является партнерами, держателями, то у нас доходность по Так, вот сегодня. Например, Мосбиржа дала доходность 3%, по Чикагской бирже мы плюс 10 переросли, Форекс по 1,5%. У нас есть тестовые продукты, тоже по 1,5%. И сегодня на Мосбирже, на РТСах мы не торговали, потому что не рекомендовали, просто ребята подумали и рекомендовали просто сохраниться, так называемое, не заходить. Был рискованный сегодня рынок. Вот как-то так. То есть, соответственно, средняя доходность на сегодняшний день составит, скорее всего, порядка 1,3 либо 0,2, плюс-минус. Будем еще смотреть. Потому что это еще данные без биткоин-бирж. Поэтому вот такая доходность, она позволяет мне отвечать на вопросы, как я закрываю кредиты. Все очень просто. Если вы хотите познакомиться с этими людьми, у нас уже на YouTube-канале, по-моему, есть интервью с трейдерами, да? Вот, интервью с трейдерами, они объясняют, как с помощью своих стратегий они достигают. Плюс, если вы подпишетесь на наш Telegram-канал, то мы периодически публикуем фишки от трейдеров, и те люди, которые в этом разбираются, они поймут, что их советы и квалификация это того стоит. Поэтому вы для себя поймете, как мы создаем, собственно говоря, эту доходность. Так. Заявление на досрочное погашение пишет сам клиент. Мы можем только помочь с образцом. Кредит 600 тысяч. Что нужно делать, чтобы закрыть за 9 месяцев? Я уже помню эту цифру, 220 тысяч, и ваш кредит будет закрыт за 9 месяцев. Может, даже чуть меньше, плюс-минус. Там зависит от суммы обратного перерасчета и процента банка. Бывает, иногда эта цифра быстрее закрывается. Так, если ответил на вопросы, то по телефону 917-926-94-55 вы можете просто оставить заявку, вам ее посчитают, запросите форму договора, форму гарантии, вам их все предоставят, покажут.
После этого вы примете решение, интересно вам, не интересно. Если у вас есть кредиты, закрывайте их, это оттягивает силы. Если нет кредитов, определяйте цель и входите в эти цели. Вот реально, приедьте в автосалон, сядьте в тачку, отложите треть на эту сумму, и через 9 месяцев эта тачка будет у вас с помощью компании Финика. Если вы хотите войти в цель квартиру, определите квартиру, поездите, посмотрите, походите. Стоимость 7 миллионов. Если вы хотите ипотеку на 20 лет, пожалуйста, вы можете влезть сначала в ипотеку, залезть, а потом закрыть ипотеку за 35%. Ну, получается переплата и первоначальный взнос. Если вы хотите просто заехать в квартиру и понимая, как это все работает, определите цель, походите по квартирам, посмотрите, какая вам понравится, спросите у свою жену, либо своего супруга, либо у детей. Возможно, вы давно очень хотите куда-то заехать, гораздо более расширенные помещения, достойные вашего образа жизни, который вы сами себе в голове запланировали. Просто определяете, дальше звоните нам, мы рассчитываем вам первоначальный взнос, и все, больше вы ни копейки на это не тратите. Через 9 месяцев въезжаете в ту квартиру, в которую запланировали. А 186 тысяч кредит, сумма выкупа составит, так, 186, раз, два, три, 65 100 по 19 500. Сколько планируется работать? Короче, мне нужно... Александр, я ответил на вопрос, да? Вам по 19 тысяч будет закидываться, 9 600 будет списываться, а 10 вам надо будет писать заявление на досрочное погашение. На следующий месяц сумма будет уменьшаться, потому что будет уменьшаться основной долг. Тема огонь, сколько планируется работать? Смотрите, для меня инструмент, связанный с генерацией денег под покупку квартиры, это личный вызов меня и команды на то, чтобы стать топ-100, топ-10 Уолл-стрита. Для этого там суммы должны быть в управлении очень серьезные. Самое главное, чтобы все были довольны. То есть вы получаете свой результат, мы получаем увеличение капитала. Андрей, правильно, да, на комнатной стоимости 2 миллиона, видимо, да, а не мам. Оплачивая компания 700, совершенно верно. 700 платите, через 9 месяцев въезжаете. Тема огонь. Тут я соглашусь. Наша задача была найти просто механизм, при котором мы способны это делать. У Андрея, видишь, план 9 через 9, переехать уже в квартиру 8 миллионов с помощью этой системы. Ну, абсолютно верно, да. Не забываем про машину, потому что перемещаться между квартирами тоже надо. Ну и отвечу на вопрос Галины по поводу на работу устроиться. У нас есть система рекомендаций, когда вы сможете подзаработать на основе этой информации, если у вас есть окружение, которым нужно либо закрыть кредит, либо которые хотят переехать в какую-то более крутую квартиру, у них возможности нет, да, они ипотеку не дают, либо нет возможности ипотеку взять, либо условия адские, действительно адские, с ежемесячными платежами, то тогда вы можете посоветовать им воспользоваться системой Финика и закрыть те задачи, и почувствовать аромат счастья от этих людей, да, еще и денежное вознаграждение. Ну и плюс еще и самим прокачаться финансово. Ну что ж, если все, то мы поехали пить кофе. Вот. Телефон указан несколько раз. Пролистайте. Повторю еще раз. 917-926-9455. Где-то здесь. Вот его там включат. Заявку оставляйте, и вам посчитают, рассмотрят. А дальше разберемся. Под вас индивидуально составим договор. Договор будет 2. И все с гарантиями. На этом все. Будьте сильными, растите финансово, богатейте. Мы предоставим вам для этого инструменты, которые максимально сами себя оберегают и страхуют. Ну, давайте последний кейс. Кейс 1 100 000 кредита. Если не ошибаюсь, 1 385 000 решения.
То есть за 385 тысяч вы по 115 500 мы будем вам вносить на счет минус текущий платеж. Ну, сколько там? Наверное, 1020-30, в зависимости от срока кредита. А все остальное идет в досрочное погашение. Итак, за 9 месяцев мы вам 1 100 000 закроем. Тогда жду заявок. Да. Что-то кто-то дописывает. Большое спасибо, что пришли на вебинар. У вас аж 39 человек. Надеюсь, что следующий вебинар будет нас гораздо больше. Человек 100.